Не може бути справедливої Європи без незалежної України. Не може бути безпечної Європи без безпечної України. Простіше кажучи, не може бути Європи без України. Або Сполучені Штати, Європейський Союз та демократії регіону, серед яких і Україна, запропонують продумані підходи, як підтримати схід Європи на важкому шляху до демократії, реальної незалежності та членства в європейському проєкті, або ж вакуум лідерства заповниться Росією. Пани Ганна, вот что думаете по поводу этого заявления и понимает ли сегодня Европа? Ну, Европа — это все-таки достаточно такое, да, широкое понятие. И будем откровенны, что у нас есть Европейская комиссия, Европейский парламент, такие центральные определенные органы. У нас есть отдельные страны, как страны Балтии, Латвия, Литва, Эстония, плюс Польша, Чехия, Словакия, Румыния, которые нас всегда прекрасно понимали, в чем российская угроза. И с первого же дня сотрудничают с нами по всем возможным вопросам для противодействия российской агрессии. Есть Германия с Францией, которые понимают прекрасно, чем является Российская Федерация, пытаются выступать посредниками, потому что также заинтересованы в отдельных проектах или международных глобальных переговорах. Но есть и те страны, для которых, скажем так, это достаточно далекая угроза, такие как Испания, или там, где есть дружественные политики, как Италия, или даже, в принципе, отдельные политики во Франции, в которых нет того же самого ощущения угрозы, как есть у восточноевропейских стран-членов ЕС. Поэтому говорить сегодня о всей Европе, есть понимание или нет, достаточно, наверное, неправильно. С каждым днем это понимание приходит все больше и больше, но, к сожалению, оно приходит не только в связи с Украиной, а и с действиями Российской Федерации в этих конкретных странах или странах-членах ЕС. Давайте вспомним, что Великобритания намного больше стала действовать после инцидента в Солсбери, после отравления. Германия начала более активно сейчас, когда произошли кибератаки на Бундестаг, на отдельные, скажем так, вмешательства в выборы. То же самое Франция. И я думаю, что вот так вот с каждым следующим государством, когда это или военные, или киберугрозы, или гибридные какие-то угрозы происходят, они начинают смотреть на Российскую Федерацию уже чуть менее через розовые очки или через очки поиска диалога во имя всего, понимают, взвешивают как минимум риски, и тогда они становятся более, скажем так, проактивные в диалоге с Украиной, потому что понимают, что противодействовать России без Украины они не смогут.